Я считаю, основные черты следователя – это его честность, справедливость, беспринципность. Докопаться до правды – дело нелегкое. Макшарип Гагиев посвятил своей любимой профессии следователя около 20 лет. В 1989 году окончил школу милиции МВД СССР. В 1986 году устроился на работу в патрульно-постовую службу в город Новочеркасск Ростовской области. Увидев стремление и желание работать, руководство принимает решение отправить Макшарипа в Белгородскую школу милиции для дальнейшего обучения. После ее окончания он в звании лейтенанта вышел на работу в первый отдел ОВД Новочеркасского горисполкома на должность оперуполномоченного уголовного розыска. Успел поработать и дознавателем, и следователем в том же отделе. Всегда шел только по пути закона. В своей работе я старался быть честным и объективным и расследовать уголовные дела с точки зрения моего здравого смысла объективно. То есть, если человек не виновен, я не старался на него вешать ярлыки. У меня очень много дел, в которых я прекращал за недоказанность, за неучастие лиц, совершивших того или иного преступления. И те дела, которые мною были окончены, направлены в суд с обвинительным заключением, ни одно из этих уголовных дел ни прокурором, ни судом не были возвращены на дополнительное расследование. Что я считаю говорит об объективности расследования этих уголовных дел. За эти годы он раскрыл десятки преступлений, среди которых было несколько громких и нашумевших эпизодов. Одно из них произошло в Ингушетии. В 2005 году был убит мужчина, который занимался куплей-продажей валюты, дополнительно подрабатывал таксистом. Его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено на обочине федеральной трассы «Кавказ». В ходе расследования данного уголовного дела, благодаря оперативным сотрудникам и четко поставленной работе следственных органов, по горячим следам удалось установить лиц, совершивших это преступление, а затем и собрать доказательную базу по их причастности к этому убийству. Некие 3 лица обманным путем завлекли в помещение потерпевшего, и пока один отвлекал, второй выстрелом в затылок убили его. После этого они на его же автомашине отвезли его, выбросили на обочину в Кавказ. То есть, учитывая наш менталитет, преступление было очень такое громкое. И когда мы начали уже расследовать и раскрыли это преступление, одним из участников, то есть преступником, оказалось лицо, не достигшее 18 лет. И 2 других тоже 20-22 года, то есть молодые люди. Преступление было совершено с целью завладения его имуществом, то есть автомобилем, и они знали, что у него находится крупная сумма денежных средств. Вот этим они и завладели. Благодаря проведенной четкой работе данное преступление было раскрыто, лица были задержаны. Кроме этого, был обнаружен автомобиль, денежные средства, которые они похитили, хотя они тщательно промыли полы на месте преступления, однако эксперты обнаружили там частицы крови потерпевшего, что является неопровержимым доказательством совершения данного преступления в этом месте этими лицами. Дело было направлено в суд, и суд вынес обвинительный приговор. И этим лицам дали реальные сроки лишения свободы. Еще одно резонансное преступление удалось раскрыть Макшарипу в 2010 году. Было совершено разбойное нападение с угрозой применения оружия. У потерпевших забрали автомобиль. Несмотря на определенные сложности, преступников удалось взять по горячим следам. Сложность расследования этого уголовного дела вызывал и тот факт, что потерпевшие были в сильном алкогольном опьянении. Поэтому не могли конкретно сказать, сколько было, как они выглядели. То есть не могли давать конкретные показания. Но, однако же, благодаря, опять же повторюсь, оперативным работникам, которые среагировали быстро, были обнаружены 2 подозреваемых, один из которых был действующим сотрудником Карабулакского ГУВД. И использовал он свое табельное оружие при совершении данного преступления. Эти 2 были задержаны. В моей практике это был первый случай, когда они пошли на сделку со следствием. То есть они
выдали третьего участника данного преступления, разбойного нападения. Благодаря этому дело тоже было раскрыто, автомобиль был обнаружен возвращен потерпевшим, дело было направлено в суд, однако, учитывая тот факт, что они пошли на сделку со следствием, естественно, при вынесении приговора суд учел эти обстоятельства и дал им ниже низшего предела наказания, хотя и реальные сроки они получили, но небольшие. Макшарип часто приходит в Следственный комитет, общается с бывшими коллегами и вспоминает то непростое время, когда им приходилось работать вместе. Тяжело было в нулевые годы. В Ингушетии обстановка в плане безопасности была напряженная. Средь бела дня без суда и следствия убивали сотрудников правоохранительных органов. Но несмотря на это, работа по раскрытию уголовных дел не прекращалась ни на минуту. При выезде на место происшествия нам приходилось сопровождение брать силовое прикрытие, чтобы во время осмотра места происшествия не были случаев нападения или неожиданных нападений вот этих лиц. Потому что у них тогда в то время была практика, они закладывали взрывное устройство, взрывали его. После прибытия следственной группы они взрывали второе взрывное устройство. Поэтому даже приходилось привлекать сотрудников ОМОН, чтобы они глушили вот эти, чтобы они дистанционно не могли взрывать повторно вот эти взрывные устройства. За годы работы Макшарип был удостоен многих наград, грамот, медалей за безупречную службу и за ратную доблесть. Успех расследования во многом зависит прежде всего от человека, который его ведет, то есть от следователя. Как отмечает наш герой, закон для всех един. И совсем не важно, какую должность ты занимаешь, в каких структурах работаешь. За преступления должны отвечать все по букве закона.